В Нерингре возник спор за судьбу подростка, вышедший далеко за пределы района. Бабушка девочки, бывшая ее опекуном, хочет вернуть внучку в семью. Но районные органы опеки считают иначе. Дело дошло до суда. Почему бабушка лишилась своего законного права, несмотря на то, что воспитывала девочку почти с самого рождения? В непростой истории разбиралась наша съемочная группа. Так получилось, что 12 лет назад Ирина стала опекуном своей родной внучки. Девочка росла в любящей семье бабушки и дедушки. Они водили ее в разные кружки, спортивные секции. Девочка пробовала свои силы в музыкальной и художественной школах. Хорошо училась, и в школе ее знали как общительную и добрую. Но со слов бабушки, 2 года назад у ребенка начался переходный возраст. 2 октября прошлого года наступил роковой день, когда девочка упала с крыши 10-этажного дома. В результате падения девочка получила многочисленные травмы и была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Через неделю после трагедии органы опеки отстранили Ирину от исполнения обязанностей попечителя, хотя она не переставала ухаживать за внучкой. 31 декабря прошлого года Нерюнгринский городской суд признал незаконным постановление районной администрации об отстранении Ирины от исполнения обязанностей попечителя. Органы опеки, не согласившись с решением суда, подали апелляционную жалобу, мотивируя тем, что оставлять ребенка с родной бабушкой опасно для жизни внучки. Ребенок, который находится под опекой государства. 3 месяца она полностью лежала. Она у нас стала на костыли 30 января, когда ее положили в гипс. Их вообще там не было. Они ее не поздравили с Новым годом. Они ее не поздравили с днем рождения в январе. Их не было. Тогда Ирина подала иск в суд на определение места жительства внучки до окончания судебного разбирательства и стала просить о помощи. Написала письмо президенту, обратилась к уполномоченным по правам ребенка России и республики. Кстати, на адрес последней написала заявление и сама 15-летняя пострадавшая, которая заявила желание проживать с бабушкой. Изучив документацию, заявление со стороны девочки, а также со стороны бабушки, считаю необходимым выразить свое мнение. Девочка на сегодняшний момент находится в трудной жизненной ситуации и действительно нуждается в опеке своей бабушки. Мы попытались узнать у органов опеки, с чем было связано их решение отстранить женщину от попечительства. Но от комментариев представители районного управления воздержались. В настоящее время девочка находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Якутске. 11 марта состоится Верховный суд, где рассмотрят апелляцию органов опеки. Мы будем следить за развитием ситуации. Ульяна Шагина, Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингри.